10 июня 1818 года на месте 5 сожженных дотла чеченских поселений генерал Ермолов закладывает крепость Грозную. Первый камень будущей крепости был заложен на территории бывшего сквера имени Антона Чехова. В 1832 году на территории крепости возникло предместье, в котором проживали в основном семьи женатых солдат. В 1870 году указом Сената из 2 слобод, размещенных по обеим сторонам реки Сунжи, насчитывавших около 4000 жителей, был образован город Грозный. Мощным толчком, ускорившим развитие города, послужила закладка в 1893 году первой скважины, из которой ударил нефтяной фонтан. Это событие привлекло поток людей и средств. Вскоре грозненская нефть приобрела мировую известность, а Грозный стал одним из крупнейших нефтяных центров Российской империи, а потом и Советского Союза. 10 июня 1835 года вошло в чеченскую историю как начало выступления выдающегося предводителя Ташу Хаджи Сайсановского. Уже через несколько дней, 12 июня, на реке Аргун происходит крупное сражение между отрядами подполковника Пулу и Ташу Хаджи. Ташу Хаджи, именуемый в источниках Андреевским Мулой, а чеченцами Вокхаш, Большой Хаджи, относится к плеяде выдающихся героев национально-освободительной борьбы чеченского и дагестанского народов XIX века. В 1834 году в Дагестане состоялся съезд духовенства, на котором рассматривались 2 основные кандидатуры на пост имама – Шамиль и Ташу Хаджи. Большинство голосов получил Шамиль. Не оспаривая избрание Шамиля, Ташу Хаджи, однако, настойчиво сохранял свою независимую политическую позицию, и Шамиль был вынужден считаться с мнением шейха по ряду ключевых вопросов. В 1906 году Таштамир Эльдарханов избирается депутатом Первой Государственной Думы России. 12 июня того же года Таштамир выступает на заседании Первой Государственной Думы, говоря о необходимости неотложного решения ряда важных вопросов Терской области. Масштаб мышления Эльдарханова оценивают и в его выступлениях на сессиях Второй Государственной Думы. После распуска Думы Таштамир Эльдарханов возвращается в Грозный, но власти запрещают ему преподавание в школах Терской области, и он уезжает в Баку, где работает в области просвещения вплоть до февральской революции. После окончания гражданской войны Таштамир Эльдарханов избирается председателем Ревкома Чечни, затем и председателем Чеченского областного исполкома. Эльдарханов работал также председателем Национального совета в краевом исполкоме в Ростове-на-Дону. В 1929 году он вернулся в Чечню, где занял ответственный пост в Грознефти. Умер в 1934 году. 13 июня 1906 года завершилась забастовка рабочих нефтяных промыслов Грозного. Всеобщая и самая крупная по тем временам забастовка рабочих города Грозного и его окрестностей началась еще 10 мая. Забастовкой руководил избранный стачечный комитет во главе со слесарем со старых промыслов Ивановым. Рабочие предъявили нефтепромышленникам 33 требования, в том числе установить 8-часовой рабочий день, повысить заработную плату, предоставить квартиры, открыть школы для детей рабочих и организовать детям бесплатное обучение. Нефтепромышленники сопротивлялись долго и упорно. Забастовка длилась ровно месяц. Фирмы терпели колоссальные убытки. Однако выступление рабочих закончилось их полной победой. Рабочие добились 8-часового рабочего дня, чего тогда еще не было и в крупных промышленных центрах России. 12 июня 1917 года чеченские части дикой дивизии, вернувшиеся с Первой мировой войны в Чечню, захватили город Грозный. Все началось с провокации. В Грозно было совершено убийство нескольких всадников и офицера чеченского полка дикой дивизии. Все это подогревалось и ослаблением центральной власти, давними земельными вопросами между различными этническими группами и разгорающейся гражданской войной. Несколько сот чеченских всадников разграбили и подожгли новогрозненские нефтепромыслы, которые горели 18 месяцев. Кавказская конная дивизия, или как ее называют в исторических документах «Дикая дивизия», сформирована 23 августа 2014 года из добровольцев, уроженцев Северного Кавказа и Закавказья, народы которых по законодательству Российской империи не подлежали военному призыву. Дивизию составляли 3 бригады из 6 кавказских конных полков. 8 июня 1918 года Северокавказская республика заключила дружественный союз с Турцией. Чуть ранее, в апреле того же года, руководители Союза горцев Северного Кавказа направили в Закавказье своих представителей для организации контактов с турецкой стороной. Цель встреч – обсуждение возможности официального признания. Горская республика – государство, провозглашенное в ноябре 1917 года Центральным комитетом Союза объединенных горцев Северного Кавказа и Дагестана. Председателем правительства новопровозглашенной республики стал чеченский землевладелец и нефтепромышленник Абдулмеджид или Тапа Чермоев. Союз некоторое время действовал в качестве высшего органа власти народов Северного Кавказа, однако просуществовал недолго. В результате начала гражданской войны на Северном Кавказе и последовавшего провозглашения Терской Советской Республики горское правительство фактически потеряло власть и распалось.
12 июня 1990 года Первый съезд народных депутатов РСФСР принял декларацию о государственном суверенитете Российской Советской Федеративной Социалистической Республики. Декларация о государственном суверенитете РСФСР – политико-правовой акт, ознаменовавший начало конституционной реформы в Российской Федерации. Помимо провозглашения суверенитета РСФСР и намерения создать демократическое правовое государство в составе обновленного Союза СССР, в декларации утверждались равные правовые возможности для всех граждан, политических партий и общественных организаций, принцип разделения законодательной, исполнительной и судебной властей и приоритет Конституции и законов РСФСР над законодательными актами СССР. По мнению многих историков, именно с этого документа и лозунга Бориса Ельцина «Берите суверенитетов сколько сможете» и явилось началом развала СССР и двух военных кампаний в Чеченской Республике.